Я думаю, что не только я обратил внимание на то, что инфляция обеспечила Латвии, скажем так, уверенное третье место в тройке лидеров среди стран ЕС с самым высоким ростом потребительских цен. Продукты, транспортные расходы и электроэнергия были и остаются движущей силой удорожания жизни, не только в нашей стране. Почему в этом году биржевые цены на свет растут особенно заметно? Правы ли те, кто считает, что время нулевых, а тем более минусовых тарифов в прошлом, и какие тарифные виды на будущее? Об этом мы не только спросим у нашего утреннего гостя в студии Домской площади. Напротив меня глава правления Латвийского альянса возобновляемой энергии Алнис Балинч. Доброе утро, Лабрейт. Лабрейт. От первого лица. Ваши коллеги с Enefit посчитали, что 11 центов. Такой была средняя цена на бирже 1 киловатта электроэнергии в уже минувшем ноябре. Это на четверть, то есть на 25% дороже, чем в том же месяце, но год назад. Часов, когда электричество стоит на бирже 15, 20, 30, порой даже и больше центов, становится все больше, а когда в последний раз свет, так сказать, стоил, ничего не стоил, 0 или со знаком минуса, обычный потребитель, наверное, вот прямо сейчас на скидку и не вспомнит. Скажите, вас тоже удивляет эта ситуация с тарифами в этом году? Patiesībā sakot, nē. Viena lieta, ko es vēlētos pateikt, ka tarifi varbūt nav pareizais termins, jo elektroenerģijas cena ir pareizais termins, jo tā sastāv no vairākam komponentiem. Elektroenerģijas komponente, sistēmas pakalpojumu komponentu un nodokļu komponentu. Un tas, par ko mēs runājam, ir elektroenerģijas komponenti, kur tā elektroenerģijas cena arī svārstās. Mani, godīgi sakot, nav nepārsteidz šādas cenas svārstības. И что является движущей силой этих колебаний вверх? Enerģijas pieejamība un patēriņš un pieprasījums, kas izriet no tā, kas notiekās mums ārā, proti температūras svārstības, dzīves комфорts, vajadzība pēc pieprasījums un piedāvājums. Итак, все зависит от главного экономического закона. Это соотношение спроса и предложения. Но в эту же формулу можно добавить и, например, большое количество темных часов. То, что солнца почему-то это осенью и зимой мало, ветра тоже, это тоже оказывает непосредственное влияние на биржевой тариф. Tas ir korekti, bet tā situācija ir vēl kompleksāka. Tā būtība ir tāda, ka Latvija nav atsevišķa stāvoša sala. Baltija kopumā mēs piedaram pie Ziemeļu Baltijas kopējās zonas, un cenu nosaka dinamika, kāda ir šajā te kopējā zonā. Proti, mēs ļoti lielā mērā importējam elektroenerģiju no kaimiņu valstīm, un, ja teiksim, Somijā, kas ir šobrīd lielā mērā cenas noteicēja Baltijā, atomstacijas ir remontā vai apturētas, tad cena momentāli uzlec augšā. Vai arī, ja ir ļoti liela mīnusi Somijā vai Zviedrijā, tad notiekās precīzi tas pats. Mēs šeit Baltijā nespējam lielā mērā ietekmēt cenu, jo mēs esam sastāvdaļa no šī lielā tirgus. Диезган логически. Как отмечает наш сегодняшний гость, Латвия — это не одинокий остров в мировом энергетическом океане. И до сих пор у нас потребление превышает то количество энергии, которое мы вырабатываем в нашем маленьком государстве. Логично, что приходится экспортировать, то есть покупать его в других странах, например, в Финляндии. Но там, например, АЭС иногда не работают, и тоже существует свой внутренний спрос. И в итоге это и складывается в тот тариф, который с достаточно хмурым выражением на лбу видит потребитель, который рассчитывается, так сказать, по факту. Готовы ли вы поспорить с теми, кто тяжело по этому поводу вздыхает и делает достаточно такой однозначно скептический вызов, что низкие биржевые цены на электроэнергию прошлом? Нет. Jā, es esmu gatavs pastrīdēties.
Tas, kas šobrīd notiekās un uz ko mēs ejam, ir un tas, ko es šobrīd pārstāvu atjaunīgās enerģijas nozari. Tas redzējums un sapratni tādi, jo vairāk mums būs atjaunīgās enerģijas, vējš un saule mūsu enerģijas bilancē, jo mēs drošāk varēsim gaidīt, kad elektroenerģijas cenas ies uz leju. Tāpēc, ka ražošana, vēja enerģijas un saules enerģijas ražošana ir vislētākā enerģija šobrīd. Чем больше будет возобновляемой зеленой энергии в общем производстве электричества в Латвии, тем ниже будут цены. Почему? Потому что, как говорит наш сегодняшний гость, зеленая энергия, энергия света, солнца, воды, ветра — это самая дешевая энергия на сегодняшний день. Раньше производителям было проще и выгодно буквально отдавать электроэнергии в сеть даже по минусовым ценам, лишь бы только избавляться от нее. Сейчас же многие ваши коллеги строят так называемые накопители, проще говоря, аккумуляторы, куда вот эта энергия поступает, хранится. Другие об этом серьезно задумываются. Какие виды на цены в обозримом будущем? Может ли потребитель рассчитывать на то, что, если очень низкие тарифы все же не вернутся, но в целом стоимость электроэнергии благодаря вот этим накопителям выровняется и уже не будет подвержена стремительным колебаниям в течение одного дня, как видит тот, кто рассчитывается по биржевому тарифу, то у тебя, допустим, 5 центов, потом 34, потом 17, и вот порой очень сложно подстроиться. Когда ж тебе большую стирку устраивать или бойлер включать? Es domāju, ka šīs svārstības vienalga notiksies, jo fakts ir tāds tiešām, ka atjaunīgā enerģija ir svārstīga enerģija. Vējš pūš, enerģija ir, saule spīd, enerģija ir, viņu nav enerģijas, līdz ar to mēs importējam tajā brīdī vai iedarbinām dārgākus energoresursus, un līdz ar to šīs svārstības ir. Jā, ir tik tiešām risinājums, lai izlīdzinātu šo patēriņu un cenas ir uzstādīt baterijas. Vai tās uzstāda mājsaimniecības, vai uzstāda lielie industriālie, tas jau ir diskutējams jautājums. Колебания будут, отмечает господин Баланч в студии Домской площади, так как зеленая энергетика больше всего подвержена таким вот колебаниям. Но есть и уже упомянутое решение. Это батарея. Вопрос, кто, где и в каких масштабах будет их устанавливать. Это домохозяйства или крупные производители и потребители. И, кстати, некоторые ваши оппоненты указывают, что все же причиной таких вот колебаний, скачков тарифов, цен стал рост именно удельного веса электроэнергии из возобновляемых источников солнца, ветра, воды. Вы с этим категорически не согласны, о чем, кстати, сказали мне по пути в студию, да? Вы готовы это повторить здесь в студии? Es piekrītu tam faktam, kad ir cenu svārstības notiekās, bet es nepiekrītu tam argumentam, kad atjaunīgā enerģija ir tā, kas ietekmē cenu līmeni. Uzskatot vai redzot to, kad nāk saule un vēja enerģija vairāk tīklā, tā ir zinām mērā gudrā enerģija, kur mums arī gudri jāpatērē ir. Un mums ir šie instrumenti, mums ir rokās. Minējāt par mājsaimniecībām, kuras seko x stundas patēriņam un cenām. Ir instrumenti, kādā veidā gudrās iekārtas arī šim te seko. Bet vēlreiz es nepiekrītu tiem oponentiem, kas šobrīd runā par to, ka zaļā enerģija, ka viņai nav vietas un ka, piemēram, vieta būtu atomenerģijai. Atomenerģijai ir tikpat daudz mīnus, ja varbūt pat vēl vairāk nekā atjaunīgai enerģijai. И все же могу вас спросить, каков на сегодняшний день удельный вес уже упомянутой зеленой возобновляемой энергии в 1 киловатт латвийского электричества? Можно ли ее измерить процентуально? Было время, когда ее было 0, наверное, да? А сейчас? Negluži. Tāpēc, ka mums ir, Latvijas energosistēma ir patiesi sakot vislabākā energosistēma Baltijā. Tāpēc, ka viņi sastāv no 2 lieliem elementiem. Viens ir hidroelektrostacijas, un otrs ir mūsu teci.
kas darbojas uz gāzes. Līdz ar to ļoti labi sabalansēts ir fosīlais ar atjaunīgo. Tagad šajā formulā nāk iekšā vēl vējš un saule kā atjaunīgais. Pēc būtības ir bijis tā vēsturiski, kad apmēram 50% ir bijis no Hesos ražotāja enerģija un 50% ir bijuši šie fosīlie gāzes. Bet kopējā patēriņā ir bijis tā, ka tas nesastāda visu kopējo patēriņu. Kopējais patēriņš ir bijis apmēram 70%, ja lielāks mums bija nepieciešami apmēram 30% importēt. Šos 30% mums vajadzētu aizvietot ar kaut kādiem ģenerācijas avotiem, un kā primārais šeit ir tieši atjaunīgā энергия. Латвийская энергосистема является, пожалуй, лучшей в странах Балтии. Почему? Потому что у нас есть исторический ГЭС, и параллельно у нас есть ТЭЦ. То есть, когда много воды, соответствующая погода, мы больше получаем зеленой энергии, и, соответственно, когда иные условия, можно запускать ТЭЦ, что делает, например, и Латвэнерго, как один из крупнейших производителей электроэнергии. То есть сбалансирована и зеленая составляющая, и фасильная, но сейчас в эту формулу активно врывается, входит и зеленая составляющая. Приход в Белый дом Трампа, как-то сегодня все утро мы то и дело упоминаем фамилию американского лидера, основательно, согласитесь, потрясли устои зеленого курса, его фундамента. США вышли из Парижского климатического соглашения. Европейские производители, глядя на это, кажется, вот-вот добьются от Брюсселя, от Европейской комиссии продления срока выпуска автомобилей на дизельном и бензиновых двигателях. Скажите, таит ли вот эта новая геополитическая ситуация неопределенности и риски для производителей зеленой энергии? Es teiktu, vismaz šeit Baltijā nē, noteikti nē. Jo mēs jau esam šajā te zaļās enerģijas zonā. Tas varbūt vairāk ir globāli. Eiropa pret Ameriku, Eiropa pret Āziju, Āzija pret Ameriku tajā dimensijā. Bet, ja paskatāmies, kas notiekās tirgū, kaut vai akciju tirgos, ja, tad tajā brīdī, kad Trumps, paziņoja par to, ka viņš Orstedam, Dānijas lielajiem attīstītājiem, operētājiem atjaunīgās enerģijas, atņem licenci offshore vēja parku attīstībai, tad brīdī Orstedam akciju cena nokrita. Bet lēnām viņš atgriežas atpakaļ. Šobrīd pat ir tiesas lēmuma Amerikā, kas pamatas uz ko Orsted šos projekts atsāk. Un Orsted akciju cenas iet atkal šobrīd gaisā. Tas pats attiecās arī uz citiem vēja enerģijas ražotājiem. Tirgus atgriežas нормальная ситуация, я teiktu. Итак, вы только что слышали, что да, риски есть, но это риски глобального характера. У нас в большинстве своем потребитель практически их и не ощутит. Между тем, если речь заходит о простых жителях и то, как многие относятся к зеленой энергии, то, согласитесь, очень часто мы слышим, рассказываем о протестах, которые звучат со стороны местных жителей, когда они узнают, что рядом с их домами может появиться большой парк ветряных электропарков. Jā, šī ir problēma tik tiešām, un es teiktu tā, ka tā problēma izriet no tā, viņa arī globāla problēma. Tas nav tikai Latvijas fenomens. Bet šobrīd Latvijā viņi parādījās tāpēc, ka es teiktu tā, ka atjaunīgās enerģijas attīstītāji un politikas veidotāji nebija pievērsuši viņai uzmanību un sabiedrībai neskaidroja tas, ko mēs šobrīd diskutējam arī, ja, par atjaunīgās enerģijas lomu un būtību. Lai risinātu šo te problēmu no industrijas puses, mēs esam uzsākuši kampaņu, mani grūdošana televīzijā, vai to redz vai neredz, kas saucās Savā zemē sava enerģija, kur mēs skaidrosim šos mītus, kāpēc tad vēja enerģija ir liederīga un kāpēc mēs varam ar viņu sadzīvot. Главный тезис почему? Вот вы придете в сельский клуб, где, допустим, будут обсуждать идею. Уважаемые жители, у вас появятся вот эти ветряки. Почему вы должны с этим согласиться? Tā lielākā bažas, patiesībā sakot, mēs vienmēr kā cilvēki, mums ir grūti sadzīvot ar kaut ko jaunu, ko mēs neredzam un nepazīstam. Kā piemēram, ja mēs paskatāmies Lietuvā, tad Lietuvā ir ļoti ātri attīstījies vēja enerģija. Un mēs izdarījām vienu eksperimentu, mēs aizvedām grupu no Latvijas laukiem, tepat pāri robežai. Grupu.
Kā lūdzu? Iedzīvotāju grupa. Iedzīvotāju grupa. Jā, konkrēti no Prēļu novada. Tepat tās pāri robežai uz Rokiškiem un parādījām, kāda tad ir sajūta dzīvot kopā ar vēju. Un viņa atzīmes bija, bet tā jau nav problēma. Viņi jūtās komfortabli, un mēs ļoti daudz jautājumus spējām atrisināt. Да, глобальная проблема, в том числе и потому, что людям, в том числе и политики, не разъясняли плюсы, важность зеленой энергетики, активного использования энергии ветра. Это то, о чем сейчас и Альянс говорит, и то, чем заботились и крупные производители Латвэнерго, и те, кто намерены развивать проекты парков ветряной энергии. Об этом, кстати, мы не раз рассказывали в нашей Домской площади. Остается времени буквально на 1-2 вопроса. Пару лет назад Латвия переживала настоящий бум установки солнечных панелей. Все, наверное, задумывались, доходило до того, что и панели, и инверторы были на вес золота, настоящим дефицитом. Какой вы видите ситуацию сегодня, и согласны ли вы с такой оценкой, то, что вот сейчас некоторые владельцы солнечных панелей начинают демонтировать старые устройства и подключаются к обычной электросети, это тенденция, а не случайность? Es negribētu piekrist tam pēdējiem apgalvojumam, kad tiktu ņemti nost, jo tas, kas ir uzstādīts, viņš tur ir uzstādīts un viņš strādā. Ja nu vienīgi viņš nesalūst, tad jā. Bet, jā, šobrīd ir situācija tāda, ka mājassaimniecības ļoti daudz jau ir uzstādījuši, un patiesībā ļoti daudz viņas, man šķiet, ka 200 megavatu vai nebija kopumā, kas ir līdzvērtīgs 1/3 daļai no ķeguma Hesa. Un, teiksim, tas ekonomiskais modelis ir nedaudz citādāks arī izveidojies, kas varbūt nestimulē vairāk mājassaimniecības uzlikt, bet tas nenozīmē to, ka viņas neliks. Paldies par jūsu laikу, paldies par šo комментарию. Jauka diena. Спасибо. До свидания. Спасибо нашему утреннему гостю. Сегодня это был глава правления Латвийского альянса возобновляемой энергии Алнис Балинч. Позднее это интервью, как и многие другие, вы можете посмотреть в видеоверсии Латвийское радио 4. Добро пожаловать в наш YouTube. Домская площадь. С добрым утром!